Здравствуйте, наши маленькие зрители, а также их родители. Сегодня я вам прочту сказку, которая называется «Волшебная кисть». Жил однажды мальчик, которого звали Джорджо. Он очень хотел стать художником. И никто не удивлялся этому, потому что как только кто-нибудь приходил к нему, он сразу же говорил: «Посиди спокойно, я нарисую твой портрет». И действительно, он тут же принимался рисовать кусочком угля. У него получались какие-то смешные каракули, а он с довольным видом спрашивал: «Правда похоже?» Сходства, разумеется, не было никакого, но надо иметь в виду, что Джорджу было всего 4 года. Когда ему исполнилось 5 лет, он начал рисовать карандашом, а в 6 уже использовал для своих рисунков цветную пастель. Однако, если сказать правду, у Джорджа слишком мало было терпения. Не получался рисунок сразу, он бросал его и убегал играть. Словом, мальчик мечтал стать художником, но потрудиться для этого не хотел. Однажды, когда Джордж рисовал на полянке только что распустившуюся маргаритку, к нему подошел какой-то странный человек. «Добрый день!» — приветствовал он мальчика. «Я вижу, ты очень хорошо рисуешь». «Да, я-то рисую очень хорошо», — подтвердил Джорджа. «А вот эти глупые постели не желают делать то, что я хочу. Не слушаются меня. Сажают пятна, выводят какие-то каракули, и ничего нельзя понять. Вместо маргаритки какие-то странные фигуры. Не то ветряная мельница, не то велосипед». Человек улыбнулся и сказал: «Я подарю тебе послушную кисть, волшебную кисть, которая сама будет рисовать все, что ты захочешь. Но при одном условии. Ты каждый день должен 1 час отдавать уроку рисования. После урока кисть будет двигаться сама собой и нарисует все, что надо». Сказав это, странный человек вручил Джорджу небольшую кисть и ушел. Мальчик вернулся домой и решил сразу же испробовать кисть. И остался очень доволен, когда убедился, что таинственный незнакомец сказал правду. Стоило мальчику сесть перед чистым листом бумаги и сказать: «Хочу нарисовать пейзаж с розовым облаком и 7 зелеными соснами», как кисть сразу же начинала двигаться. И не успевал Джорджа сосчитать до 9, как картина уже была готова. Джордж, однако, не забывал об условии, которое поставил загадочный доброжелатель, и каждый день целый час занимался рисованием. Так, благодаря волшебной кисти, он стал знаменитым художником, и все стремились получить портрет его работы. Картины Джорджа заполнили музеи, и посетители громко восхищались ими. Однажды Джордж устал заниматься рисунком и сказал: «А зачем мне теперь это нужно? Ведь я стал знаменитым художником, кисть прекрасно служит мне. К чему мне эти утомительные и скучные занятия рисунком?» И он перестал заниматься. В тот же вечер ему захотелось написать картину с бурным морем. Сел перед чистым полотном, взял кисть, а она и не думает двигаться. Джорджо так рассердился, что в сердцах отшвырнул кисть в сторону, но потом спохватился. Хотел поднять ее, да только никак не мог найти. Неизвестно, куда она подевалась. Несчастный художник искал ее повсюду. Он обошел все лавки города, купил сотни новых кистей, но ни одна из них не хотела рисовать сама. И никому больше не нужны были его картины. Джордж стал нищим. И все же, несмотря на лень, Джордж по-настоящему любил живопись. И в одно прекрасное утро он вновь с волнением взялся за кисть. Это было нелегко, потому что теперь ему нужно было рисовать самому. Чтобы написать только одну картину, ему пришлось потратить несколько месяцев, и люди смеялись над ним. Джордж страдал от голода, но сумел все-таки создать прекрасную картину, в 100 раз более прекрасную, чем те, которые писала прежде волшебная кисть. Тогда Джордж понял, что и другие картины рождались не сами собой. Кисть создавала их только потому, что он каждый день занимался рисунком. Он понял, что без труда не преодолеваются препятствия и не возникает красота. В тот же вечер он по странной случайности вдруг нашел свою волшебную кисть. Только она была ему теперь не нужна, потому что Джордж стал настоящим художником. Он повесил кисть на стену и сохранял ее как драгоценный сувенир. Сладких вам снов!